Сегодня проходит 83-е судебное заседание по делу в отношении Ахтема Чийгоза. Обвинение продолжает представлять вещественные доказательства. Вначале нам были представлены вещественные доказательства интервью на тот момент депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым Ольги Кавитиди, которая в своем интервью говорит о том, что Верховная Рада сохраняет приверженность территориальной целостности Украины, о том, что должны обсуждаться расширенные полномочия автономии, но она ни слова не говорит ни о присоединении к России, ни об оккупации, ни о каких-то таких вещах, которые произошли сразу практически после этих событий. Кроме того, интервью у нее берут уже после того, как все события во дворе прошли. Она ничего не говорит ни о массовых беспорядках, ни о роли Ахтема Чийгоза в этих событиях, что указывает на то, что в Верховной Раде эти обстоятельства никак не ощущались. Все депутаты, которые намеревались прибыть на сессию, прибыли. Никаких препятствий для этого не было. Затем мы отсмотрели несколько роликов. Еще депутат выступал Запорожец, интервью у него брали, фамилия такая. Там он говорит о том, что вопрос о отставке правительства Могилева не поднимался. После этого прокурор перешла к исследованию 7-го диска, изъятого у свидетеля Велиева. Это повтор тех видеофайлов, которые мы отсмотрели несколько заседаний назад. События там происходят во время в утренние часы на территории площади перед Верховной Радой. Там отчетливо мы видим присутствие среди ополченцев. В первом ряду стоит Бахарев Геннадий, нынешний глава Симферополя, наряду с другими ополченцами. И там же мы видим тот же эпизод, который ранее отсматривали, провокация ополченцев, когда они одномоментно, согласованно начали выдавливать проукраинских митингующих с территории внутреннего двора вовне. При этом один из этих лиц, мы его часто наблюдали, седой человек в кожаной куртке с меховым воротником. Если сначала он присутствовал, перед ополченцами стоял, то когда происходит давка, он оказывается в 5-6 ряду, то есть в том месте, откуда идет эта давка. Следствие за 3 года не потрудилось поинтересоваться, что это за человек. В следующем видеоролике мы наблюдали несколько пострадавших среди крымских татар. Мужчина пожилого возраста. Опять-таки следствие не установило, что это за пострадавшие. Все это свидетельствует только об одном. Следствие целенаправленно, избирательно подходило к поиску доказательств, отбирало только те доказательства, которые укладывались в линию обвинения, а противоправные действия в отношении проукраинских митингующих, в отношении крымских татар сознательно не расследовало и не включало этих людей в перечень потерпевших или свидетелей. После обеда, по всей видимости, мы продолжим исследовать вещественные доказательства. Пока можно сказать только одно. Вещественные доказательства, видео, фотозаписи, как объективное средство фиксации, полностью опровергает обвинение в отношении Ахтема Чийгоза, а также показания ряда потерпевших и свидетелей, которые свидетельствовали против него. После обеда продолжим исследовать. Спасибо.